Итак, сегодня проповедь называется «Почему я не слышу Бога?». Кто из вас когда-нибудь задавался таким вопросом, а почему я не слышу Бога? Были такие люди? Я сам очень часто, особенно в самом начале моего пути за Иисусом, я задавался этим вопросом. И если ты не знаешь Писания, если ты не знаешь Слово Божие, ты просто сталкиваешься с религиозными людьми, с религией, то религия тебе объяснит, почему это нормально. Есть такие церкви, к сожалению, и там культивируется такая тема, чтобы слышать Бога, тебе надо быть семи пядей во лбу, тебе надо быть каким-то невероятным служителем, тебе надо быть как минимум 15 лет верующим, тебе надо принять водное крещение от правильных людей, тебе надо пройти какую-то семинарию и т.д. и т.п. Но на самом деле все это не так. Когда Иисус говорит о том, кто Он такой, я хочу, чтобы мы посмотрели, это Евангелие от Иоанна. У нас будет это место Писания сейчас. Я хочу, чтобы ты запомнил это место Писания и жил этим местом Писания. Здесь Иисус говорит о том, кто мы и кто Он. Говорю вам истину. С 1 стиха читаю, 10 глава Евангелия от Иоанна. Тот, кто входит в овечий загон не через ворота, а проникает другим путем, тот вор и разбойник. Но кто входит через ворота, тот настоящий пастух этих овец. Он говорит о себе это. Дальше. Сторож открывает ему ворота, овцы слышат его голос. Кто такие овцы? Это я овца Божия. Да, может быть в мире, если ты сегодня скажешь, я овца, люди с такой ухмылочкой посмотрят на тебя и скажут, ого, овца. Даже иногда обзывают, да, когда женщина, например, за рулем, и она что-то делает, косячит, там люди обгоняют, говорят, о, овца, блин. Это если повезет, это если добрые люди тебя обгоняют, да, они скажут, о, овца. Но на самом деле здесь Иисус сравнивает себя с пастухом, с чебаном стада, а всех нас Он называет овцами. И здесь самое классное, что можно услышать, о том, что овцы – это те, кто слышит Его голос. Если я стал овцой, если я последовал за Иисусом Христом, это нормально слышать Его голос. Скажи, это нормально для меня, для овцы Божией, слышать голос Божий. Библия дальше говорит, Он зовет своих овец по именам. О, как приятно знать, что Иисус знает твое имя. Он знает, как тебя зовут. Он знает, когда ты родился, в какой семье ты родился. Он знает все обстоятельства твоей жизни. Он вникает в твое прошлое. Он знает твое прошлое для того, чтобы осуществить твое будущее. И Он ведет тебя правильным путем. Библия говорит, Он зовет своих овец по именам и выводит их. Когда Он выведет всех своих, то идет впереди них, и овцы идут за Ним, потому что знают Его голос. Можно на этом остановиться. Это самое классное место Писания, когда мы читаем о том, что Иисус говорит о себе и о том, что Иисус говорит о нас, мы понимаем, что это самое нормальное состояние слышать голос Божий постоянно. Можете со мной согласиться? Это нормальное состояние. И вот первое, почему люди сегодня не слышат голос Божий, можешь отметить себе, потому что их не научили, им не объяснили, и им не рассказали, что слышать голос Божий, это нормально для любого сына или дочери Божией. Если ты родился свыше, например, в какой-то церкви, и там тебя не научили, что это нормально, каждый день слышать голос Божий, это нормально, когда ты получаешь от Бога ответ, где мне жить, за кого мне выходить замуж или на ком жениться, где мне работать, как мне служить. Если тебя не научили изначально, что это нормально, получать от Бога откровение на эти вопросы, ты будешь самым бедным человеком, потому что ты будешь пытаться своими собственными силами устроить свою жизнь. Но человек, который доверил свою жизнь Господу, он говорит, Бог, моя жизнь в твоих руках, и ты будешь мне говорить, куда мне идти, где мне жить, с кем мне жить, 28 лет будущих, чем мне заниматься, где мне служить. Эти ответы ты будешь получать у своего пастуха, который хочет с тобой разговаривать. Я как-то общался с одним служителем, он говорит, в своей жизни я 2 раза слышал Бога. Мне прям так и хотелось сказать, что? Камон, братан. И знаете, этот человек достаточно взрослый человек, это человек много лет верующий, но так как его изначально, в самом начале его пути не обучили, что он может постоянно слышать Бога, он думает, что он слышал Бога всего лишь 2 раза, но это неправда. На самом деле Бог говорит с нами. Напомните мне 4
способа, которым Бог разговаривает с нами. Через Слово Божие. Второе. Через помазание, которое внутри нас живет. Внутри каждого из нас живет помазание Божие, которое учит нас на всякую истину. Через дары духовные, это третий. И через людей. Бог говорит с нами через людей. Сны. И через сны с некоторыми разговаривает. И знаете, есть разные еще способы. Я называю 4 основных. Есть кому-то ангелы приходят, кто-то через сны, кто-то через какие-то другие возможности какие-то. Кто-то даже через заслов слышит Бога. Но 4 способа, которые я называл, это основные. И знаете, каждый день, если наше сердце настроено, каждый день мы можем слышать Бога. Поэтому настраивайся, утром просыпайся, настраивайся на то, чтобы Бог руководил твоим днем, на то, чтобы Бог двигал тобой, на то, чтобы Бог управлял твоей сегодняшней жизнью. Итак, первое. Если ты задаешься вопросом, почему я не слышу голос Божий, потому что, к сожалению, может быть, ты вырос в такой церкви, где тебя не научили тому, как слышать или тому, как слушать Бога. Но, слава Богу, мы не такие, поэтому мы внутри изначально нацелены на то, что Бог будет с нами разговаривать. Знаете, я встречал разных хороших людей, и когда ты ему говоришь о том, что ты слышишь Бога, он говорит, а я не могу слышать. Ты спрашиваешь, почему? И человек, он живет в самоуничижении, он говорит, я недостаточно святой, я недостаточно хороший, я слишком мало постился, я недостаточно много читаю Библию, у меня есть определенные грехи, с которыми я до сих пор борюсь, я их до сих пор не могу победить. Я чувствую себя недостаточно духовным для того, чтобы слышать Бога. Друзья, вот это все, это можно выкинуть из нашей жизни. Мы всегда будем недостаточно духовными, мы всегда будем недостаточно святыми, мы всегда будем недостаточно достойными, чтобы быть по праву достойными самого Бога. Мы сегодня святые, достойные, принятые благодаря Его крови. Не благодаря тем усилиям, которые мы можем сделать над собой. Прими это просто, что благодаря Его крови я стал Его овцой. Благодаря Его крови я стал сегодня тем человеком, с которым Он будет разговаривать. И ты обязательно будешь способен принимать что-то от Бога и слышать какие-то откровения от Бога. Второе. Знаете, я, конечно же, хотел к первому историю Самуила прочитать. Эта история потрясающая, на самом деле, как ребенок учился слышать Бога. Вы же помните эту историю. Она начинается в первой книге Царств, с 1 главы буквально там о том, как этот человек появился. И потом в 3 главе описывается, что этот мальчик, его отдали в храм, его отдали под предводительство человека Божьего Илия, и написано, что он служил перед Господом под руководством этого Илия. В те дни слово Господа было редким, нечисты были и видения, и как-то ночью Илий, чьи глаза ослабели настолько, что он едва мог видеть, лежал на своем обычном месте. Дальше. Светильник Бога еще не догорел, и Самуил лежал в храме Господа, где находился ковчег Бога. Господь позвал Самуила, и Самуил ответил, вот я. И вот эта история, она очень интересная. Несколько раз он прибегал к Илию и говорит, вот я. Когда он слышал свое имя, когда Самуила звал Бог, он думал, что это Илия его зовет. Он бежал к Илию. И Илий потом его обучил. Илия ему сказал, что ему нужно делать в очередной раз, когда Бог позовет его. И знаете, классно, когда ты можешь обучаться, когда есть какие-то люди, которые могут тебя обучить, согласитесь? Вообще классно, когда есть какие-то Божьи люди в твоей жизни, у которых ты можешь чему-то учиться. Скажи, Богу благодарен за тебя, дорогой человек. Скажи рядом сидящему, Богу благодарен за тебя, дорогой человек, потому что мы все друг у друга чему-то учимся. Мы учимся у людей, чьи проповеди мы слушаем. Мы учимся у людей, с которыми мы вместе собираемся в собрании. Мы учимся у людей, с которыми мы живем. Мы обтесываемся, мы обтачиваемся, становимся красивее духовно. Благодаря тому, что есть в нашей жизни какие-то люди. Они нам что-то говорят, они нас чему-то обучают, мы от них что-то принимаем. Поэтому слава Богу за то, что мы сегодня можем обучаться, как слышать Бога. И история заканчивается тем, что из этого маленького мальчика в конечном итоге вырастает
один из величайших пророков Божьих, через которых Бог открывает очень много для своего народа и очень много делает для Израиля. Знаете, мы все идем маленькими шажочками. Сначала Бог говорит маленькие какие-то слова, маленькие какие-то откровения в нашей жизни. Все, что нам нужно делать, это научиться быть в этих маленьких вещах послушными. Бог будет больше говорить. Это наш рост, это наше обучение, как нам слышать Бога. Итак, первое, про что мы говорим или о чем мы говорим. Почему мы можем сегодня не слышать Бога? Потому что мы внутри не настроены, что именно я способен слышать Бога. Внутри нас не обучили, нас не наставили, что для меня это нормально слышать Бога на постоянной основе. Нас это не касается, слава Богу, да, первый? Мы обучены, мы наставлены, мы ожидаем голос Божий, мы принимаем это верой, мы двигаемся в этом. Тогда сразу ко второму давайте перейдем. Почему мы не слышим Бога? Потому что внутри мы ожидаем, что Бог будет говорить в соответствии с нашими ожиданиями. Мы ожидаем, что Бог будет говорить с нами так, как мы этого хотим. Когда мы молимся за какие-то вещи, к примеру, мы говорим: Бог, я хочу, чтобы у меня был финансовый прорыв, и мы ждем, что к нам придет сегодня какой-то дядька и скажет: что, без работы? Да, без работы. Что делать умеешь? Ничего делать не умею. О, я как раз тебя искал. Вот тебе работа, 100 тысяч сомов, и ты будешь просто приходить в офис, сидеть, ничего не делать, мы тебе будем платить. Мы вот так молимся и ожидаем от Бога, примерно. Я, конечно, утрирую, но мы примерно так ожидаем. Когда мы молимся за жену, мы ожидаем, что это будет такая красивая блондинка, с которой мы там выйдем на сцену, нас благословят, и все, и потекла благодать. Но все зачастую идет не так, как мы ожидали. Но это тоже ответы от Бога. Иногда, знаете, ты молишься за работу, а Бог тебе говорит: я хочу, чтобы ты начал с даяния. В смысле с даяния? Бог, у меня ничего нет. И Бог тебе говорит: а у тебя 2 пары кроссовок есть. И одни кроссовки ты хранишь на особенный день. Я хочу, чтобы ты благословил этими кроссовками того или другого брата. Он того прикольного барабанщика, который у них теперь за барабаном сидит. Я хочу, чтобы ты благословил его. Нет, Бог, нет, я же молился о том, чтобы ты благословил, не за то, чтобы ты отобрал у меня последнее. Мы иногда настроены, что Бог будет нам отвечать определенным образом, а Бог действует по-своему. Согласитесь? Приходит мужчина, еще одна история из книги Царств, 4 книга Царств, и там история про Неимана, военачальника. Ему одна девочка сказала: а я знаю, в Израиле есть пророк, который может тебя исцелить от проказы. Он был болен проказой. И вот здесь вообще шикарно описывается эта история, как этот Неиман, он приходит с конями и колесницами и останавливается у двери Елисеева дома. Это был министр обороны Сирии. На тот момент Сирия господствовала над Израилем. Фактически это был человек, который имел гигантский вес. И вот здесь описывается, что он пришел с конями и колесницами. Кортеж такой подъезжает к дому Елисея. И что происходит? Елисей сидит дома у себя, я не знаю, там за компом, там он читает Писание, я не знаю, чем он занимается. Он отправляет посланца, он даже не выходит к этому кортежу. Он не выходит почтить этого великого военачальника. Он не выходит для того, чтобы выказать ему свое уважение, свой респект. Он просто сидит, занимается своими делами и своему слуге говорит: выйди и скажи ему так: пойди, омойся 7 раз в Иордании, твое тело исцелится, и ты станешь чист. Слуги Неимана подошли к нему и сказали: ой, что-то пропустили мы. Но Неиман разгневался и ушел, говоря. То есть к нему вышел человек и говорит: иди в Иордании, омойся 7 раз, и получишь ответ от Бога. Но у него гнев на это слово. Иногда, да, мы получаем слово от Бога, и мы не согласны с этим. У этого человека гнев. Почему? Он говорит: я думал. Он уже представил, как Бог будет отвечать. Я думал, он говорит, что он выйдет ко мне, встанет предо мной, призовет имя Господня. Там написано имя Господа своего Бога, поводит рукой над этим местом. Он уже представил, как Бог будет отвечать на его молитву. И исцелит меня от проказы.
Разве Авана и Фарфар, реки Дамаска, не лучше всех вод Израиля? Разве я не могу омыться в них, чтобы очиститься? Он повернулся и в гневе ушел. Этот человек, его слово с небес, оно его разгневало, потому что внутри он был настроен, что Бог ответит так, как он хочет. Помните мужчину в купальне, Вифезда? Иисус приходит в эту купальню, а там была такая традиция, что Бог исцелял в тот самый момент, когда ангел приходил и воду баламутил. И когда вот эта баламутная вода происходила, вот это вот кипение воды, первый, кто спускался, получал исцеление. И Иисус приходит к человеку, который болел, мучился, он говорит: а ты что, лежишь, болеешь, да? Хочешь исцелиться? И человек, знаете, отвечает ему удивительными словами. Он говорит: я не успеваю. Каждый раз, когда вот эта вода начинает баламутиться, кто-то вперед меня туда забегает. У него уже внутри был вот этот путь, как Бог будет работать, как Бог будет действовать. Друзья, Бог каждый раз по-разному действует. Бог по-разному спасает всех нас. Вы скажите, вот согласитесь, не все мы пришли так, как я пришел ко Христу. За вас мама молилась, потом у вас был конфликт с какими-то людьми, эти люди вам там бровь рассекли, и вы такие с большим фингалом пришли ко Христу. Кто также пришел ко Христу? Никто. Потому что у тебя свой путь, по которому Бог действует. У меня свой путь. Кто из вас, например, переживал откровение об исцелении, когда вы сломали себе позвоночник? Есть такие люди? Ты со сломанным позвоночником переживаешь исцеление Божие и получаешь небесное невероятное откровение о том, что Бог это великий целитель. И потом на протяжении всего времени ты видишь, как через тебя происходят разные исцеления. Кто таким путем идет? Никто. У кого сегодня, ну ладно, не буду там касаться семьи, сегодня только о добром, да? Сегодня только о добром. У каждого из нас Бог особенным образом делает какие-то вещи, особенным образом отвечает на молитвы. С каждым из нас Бог каким-то особенным образом приносит какое-то слово и особенным образом действует. Этот человек, он раздражался, потому что он хотел так, как он хотел. Мы иногда все такие. Мы молимся, и мы уже представляем, как Бог будет действовать. И мы даже иногда Богу рамочки такие указываем. Мы начинаем, вот, к примеру, там, я знаю, женщина или мужчина молится иногда за своих вот просто оторванных детей, за сыновей особенно. И они говорят: Бог, спаси его, пожалуйста, этого последнего мерзавца и грешника. Только, пожалуйста, сделай так, чтобы он в тюрьму не попал. Если доверил Богу, доверь до конца. Ой, Бог, я не хочу проходить такие ситуации, чтобы ты меня обучил тому или другому или третьему, вот через эти трудности, вот через те трудности или через какие-то еще там неприятности, которые могут со мной случиться. Не ставь Бога в рамочки. Эти самые неприятности, может быть, которых ты пытаешься обойти, это та самая лучшая, может быть, вещь в твоей жизни, через которую Бог тебя чем-то благословит и чему-то научит. Этот человек в конечном итоге смирился, и он сказал: не так, как я хочу, не так, как мне кажется, не так, как я вижу, а так, как ты говоришь, Господь, я пойду и сделаю. И получил исцеление. Итак, второе, почему мы не слышим Бога? Потому что мы уже сами за Бога представляем, как Бог нам скажет. Мы изначально настраиваемся на какой-то собственный вариант ответа от Бога. Поэтому нам очень сложно принять то, что Бог говорит. Третья вещь. Знаете, не всегда, и это важно, не всегда в нашей жизни будут вот такие вот фанфары бесконечные, когда Бог тебе говорит какие-то такие вот яркие вещи, и ты понимаешь: вау, Бог, вау, Бог, вау, Бог. Иногда есть такие ситуации, когда нам нужно просто тихо проходить какие-то вещи, держась твердо за Слово Божие, держась учения. Есть такие ситуации в нашей жизни, когда наша голова пустая. Есть такие ситуации. Есть такие ситуации, когда Бог, Он просто дает тебе право, например, выбора, потому что у нас есть голова, есть здравый смысл, на который мы тоже должны опираться. Потому что люди иногда, когда они очень сильно жаждут всего духовного в своей жизни, вот в каждой маленькой сферочке своей жизни ты жаждешь чего-то духовного, враг может прийти под личиной Бога и начать тебя обольщать. Я объясню, что я имею в виду. Например, я встречался с такими людьми, образно, которые приходят, вот, к примеру, в кафе, берет меню и вот так.
И ты спрашиваешь, ты что делаешь? Я Бога слушаю. В смысле? Я хочу услышать от Бога, что мне сегодня заказать. Вы встречались с такими людьми? Вау! Это люди, знаете, которые, они внутри своего разума решили, что Бог должен говорить по всякой маленькой по всякому маленькому вопросу. Например, ты шкаф открываешь, у тебя 3 рубашки, синяя, красная, белая, и все. Господь, какую мне надеть? Синюю, красную, белую, какая сегодня от тебя? И ты прям ждешь, и прям тебя озарила зелень сегодня у тебя перед глазами. Все, Бог мне сказал сегодня быть в зеленом. Чувак, если ты ищешь вот этой супердуховности во всем, враг, он тоже не дурак. Враг, он тоже не дурак. Он придет и скажет, я Иисус, я буду сегодня с тобой разговаривать, когда ты подойдешь к этому стенду с Кока-Колой, я тебе скажу, что тебе выбрать, иди подходи. Некоторые люди вот подходят к Кока-Коле, там, к стенд, там, кола, фанта, спрайт. Швепс еще там появился сейчас. О Бог, что мне купить? Если ты искренне хочешь от Бога ответ, ничего будет. Но ты так это же любишь, тебе это так нравится, тебе кажется, что это та вещь, без которой ты прожить не можешь. И этот лжец, от которого ты ждешь какие-то супердуховные откровения, он может тоже с тобой начать разговаривать. Сегодня день спрайта для тебя, брат. Сегодня я являюсь в спрайте для тебя. Если мозг включишь, ты поймешь, что и спрайт, и кола, и фанта – это American poison for you. Оу. Те, кто в теме, да? Это вообще American poison. Ты просто скажешь, Господь, у меня мозги есть. Я не буду больше этот яд американский пить, потому что это бесконечные калории, которые у меня вот здесь повисают, и вот здесь повисают. И я не хочу больше с этим даже бороться. Я просто хочу от этого уйти. Знаете, иногда нужно мозг включать. Просто иногда нужно мозг включать. Не искать по поводу, без повода какого-то невероятного водительства с небес. Что одеть, что выпить, где, я не знаю, там... Да, что поесть, из какого кафе я сегодня буду есть, или в какой магазин я сегодня пойду, в этот иду, в этот не иду, потому что мне Бог сказал. Вау. Продавщица на кассе сидит, ой, здравствуйте, что-то вас давно не было, что с вами случилось? Мне Бог сказал не заходить в ваш магазин. Вау. Тебе это так прикольно, продавщица смотрит, думает. Да, вот так она и думает. Итак, есть ситуации в нашей жизни, когда нам даже и не надо искать какого-то ответа от Бога. Он лежит на поверхности, у тебя есть мозг, и ты понимаешь, что вот это правильно, это неправильно. Вот это надо, это не надо. Это те вещи, на которые, знаете, нам даже глупые вопросы не надо задавать Богу, чтобы не попасть в просак. 4-я вещь. Почему мы иногда не слышим Бога? Потому что мы не сделали или не доделали то, о чем в последний раз говорил нам Святой Дух. Бог, знаете, не такой, который тебе говорит, ой, вот сейчас делай вот это, а потом на полпути он передумал, ой, говорит, это не делай, вот это лучше делай. Ой, я ошибся, в вашей стране, оказывается, это не рабочая схема, давай вот это будешь делать. Бог дает нам какое-то слово, Бог дает нам какое-то откровение, и Он хочет, чтобы мы верно дошли до конца, исполнили то, к чему нас Бог призывает. Можете аминь сказать? Можете аминь сказать? Мы иногда меняем на полпути, вот знаете, меняем взгляды, меняем какие-то откровения. То нам Бог говорит в Канаду уезжать. Потом через какое-то время нам Бог говорит, нет, не в Канаду, в Австралию поедешь. И все, ты такое откровение получил, у тебя уже есть понимание, где ты будешь там жить, в каком из городов. Потом Бог вдруг передумал, Стамбул лучший город на земле. Стамбул это for you. Брат, учи турецкий. Ты начинаешь турецкий учить, потом вдруг тебе резко Бог говорит, нет, скоро Китай доминировать будет на всей территории земного шара. Приходит время учить мандарин тебе и ехать в Гуанчжоу. И знаете, ты слушаешь этих людей и думаешь, то ли Бог, с ним что-то не то, но этого быть не может. Значит, с человеком что-то не то. Нам нужно научиться получать от Бога маленькие откровения и доделывать их до конца. Помните Иону? Иону, помните, о котором мы в прошлый раз говорили? В Ниневию, брат, в Ниневию. Он бежит от него, в кита попадает. И знаете, смешно было бы, если бы он из кита выбрался, и Бог ему сказал, в Иерусалим, дружище, в Иерусалим. Нет, Бог ему продолжает говорить. Ничего не поменялось.
в Ниневию. Есть вещи, которые нам нужно закончить или довести до конца. Если мы какой-то Божий проект не закончили, который Бог нам вложил в сердце, Он не откроет нам чего-то нового. И мы думаем, почему Бог молчит? Потому что Бог ждет, что ты верно будешь продолжать двигаться в том откровении, которое тебе когда-то Он дал. Аминь? Аминь. И последнее, пятое. Мы не слышим Божий голос, потому что мы не послушны тому, что Он нам уже говорил в Своем написанном слове в Библии. Мы иногда, я понимаю, мы все хотим переживать такие духовные откровения, мы хотим встречаться с ангелами, мы хотим, чтобы нас Дух Святой, там, я не знаю, колол, жег, чтобы мы изнутри горели, мы хотим, чтобы у нас волосы дыбом вставали, чтобы у нас на стенах появлялись какие-то знаки, мы хотим, чтобы люди, буквально вот в воскресенье, они 15 человек подходили, каждый из них говорил одно и то же пророческое слово, чтобы мы, наконец, поверили в какие-то вещи. Мы хотим знамения на небесах, людям так нравится, когда они выходят и облака в виде Иисуса складываются. И знаете, они там это говорят, это такое великое знамение. Но на что это влияет? Непонятно. Если я не послушен сегодня Библии, если я не послушен сегодня Слову, которое я знаю, все остальное будет глупым. Потому что Бог никогда не идет против своего написанного слова и не говорит вещи против Библии. Ну, к примеру, вот у нас есть послание евреям. Открой, пожалуйста. Есть послание евреям. И там сказано так, Евреям 10:25. Не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку. И человек молится сегодня и говорит: о Бог, покажи мне, куда мне идти, где мне быть сегодня. И вдруг он получает слово, как он говорит от Бога: сегодня время провести с барсуками в горах. Че? Воскресное собрание, Библия нам четко говорит, не оставляйте воскресных собраний. Если бы, там Бог по поводу каждого случая писал, там бы и барсуки были упомянуты, и лыжные гонки, и какое-нибудь футбольное зрелище, которое только по воскресеньям происходит, и еще что-то. Я понимаю, есть ситуации, когда ты на отдых уехал. Есть ситуации, когда мама тебя к бабушке отправила, тебе деваться некуда, ты в покорности маме поехал там в село в какое-то. Я понимаю, есть разные обстоятельства, но знаете, когда люди, вот они вместо того, чтобы на воскресное собрание идти, они говорят: сегодня Дух Святой мне сказал в интернете проповедника смотреть. Вау, как духовно. Прям прикольно было бы, если бы я не знал Слова Божьего. Есть разные, например, ситуации, когда мы начинаем говорить, тебя кто-то спрашивает: а что ты с этим человеком не общаешься? Да ты не знаешь, какая он скотина. Или, как говорят, сволочь, да? Он сволочь конкретный. Я с ним конкретно не общаюсь, вообще. И знаете, можно было бы представить, что Бог тебе это сказал, если бы не было Матфея 5:44. Там написано: люби всякую сволочь. Я перефразировал немножко, те, кто смотрят нас в Ютубе. Матфея 5:44. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за гонящих, обижающих, делайте им благо. Нет другой позиции. И если тебе вдруг Бог говорит: с ним не общайся, с этим не здоровайся, к этому не подходи, а этого попроси, чтобы отлучили от церкви. Подойди к служителям, скажи, что его пора бы отлучить от церкви, он слишком нехороший человек. Как тебе кажется? Библия учит нас о том, чтобы мы имели правильное отношение. Знаете, друзья, нам иногда и не надо искать от Бога какого-то откровения, как себя вести по отношению к какому-то человеку. Например, по поводу родителей уже все понятно. Уважать их надо. По поводу жены уже все понятно. Любить ее надо такая, какая она есть. Аллилуйя! Если уж совсем трудно ее любить, вспоминай, что это немощный сосуд. Просто немощный сосуд. Немощный сосуд. Хотя она тоже будет наследовать Царство Божие. Там так написано в послании Петра. Это вот когда вообще уже ты от Бога ищешь слово Бог. Бог. Мы иногда игнорируем Слово Божие, потом думаем: а почему Бог с нами не говорит? Он говорит: да я с тобой разговариваю. Я говорю с тобой через Писание. Ты знаешь из Слова Божьего, как себя вести. Ты знаешь из Писания, как поступать. Некоторые люди задаются вопросами и приходят, например, мне задают вопросы: Денис, а как бы ты поступил?
А я говорю, а в Библии что написано? Ну вот так написано. Я говорю, ну делай. Делай, это ответ, это четкое указание с небес, как нам поступать. Когда мы не покорны Слову Божьему, знаете, это самое глупое, искать от Бога какое-то особенное слово, которое вопреки Писанию придет. Если даже к нам придет такое слово, знаете, это не слово с небес. Это слово от того самого врага, который пытается нас обольстить. Итак, давайте быстренько резюмируем и на этом закончим. Почему мы не слышим Бога? Потому что нас, первое, не научили тому, как слушать и слышать Бога. Второе, почему мы не слышим Бога? Потому что мы ожидаем, что Бог будет говорить с нами в соответствии с Его ожиданиями. То есть у нас есть свои собственные ожидания и свои собственные желания. И мы не смиряемся внутри своего сердца с тем, что у Бога есть свой путь, как Он нам это скажет. Или что Он нам скажет. Третье. Потому что Бог молчит и не говорит ничего в нашу жизнь. Просто Он молчит. Бывают такие периоды, когда нам нужно держаться за Христа, держаться за Слово, которое мы знаем. И вопреки или независимо от того, что происходит вокруг, поступать согласно истине, не ожидая, что Бог обязательно мурашами сегодня нас посетит. Четвертое, почему Бог с нами не разговаривает? Потому что мы еще не доделали то, о чем в последний раз нам говорил Бог. У нас есть задание. Кому-то Бог дал четкое задание, четкое руководство, что нам нужно делать сегодня. Но мы это отвергаем, и мы хотим чего-то нового. Бог снова и снова будет тебе говорить о том, что тебе делать, и это будет то же самое, что уже было тебе явлено, сказано и понятно для тебя. И пятое, почему мы не слышим Божий голос? Потому что мы не покорны Слову Божьему, и мы вопреки Слова ищем чего-то нового, чего-то другого, чего-то для нас более удобного. Аминь.